Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Milli Telekanalının canlı efirinde Açıklav programması ve studiyada men Leviza Sedbelialova. Ve her zaman olğanı kabı Nevbet'teki yarım saat devamında Nevbet'teki açık subyatını dikkatınizga taqdim etmege biz endi hazırmız. Fevral 15 kunu 31 yıl evvelsi Sovet ordunun sonki kısmı Afganistan territoriyasını kaldırıp öz vatanına kayıttı. 2011 senesinden başlap tamam fevral 15 kunu vatandan tış hizmetini bergen Rusiyalarının kunu olarak kaydedilmekte. Böylelikten her sene bu günleri biz Afganistan cenkinin vakayalarını hatırlap bu cenkinin kurbanlarını anmağa tırışamız ve anlağınız gibi bugünkü efirimiz tamam bu mevzuğa bağışlanacak ve bugün stüdyamızda internasyonalist asker Ziyadin Şemşidinov. Ziyadin Bey, selamun aleyküm, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Bugün sizni stüdyamızda görmege pek memnunumuz. İşte anlağınız gibi 15 fevral günü olacak konu hakkında biz bugün söz görseteceğimiz ama ilk evvela men bizim seyircilerimizge müracaat etmege isterim ki hürmetli seyirciler bizim stüdyamızda bugün de canlı telefon çalışa ve eğer de bizim mevzumuz boyunca bir sualleriniz, teklifleriniz ya da müracaatlarınız olsa mutlaka telefon açabilirsiniz. Bugün meraklı bir mevzumuz ve meraklı söhbetdeşimiz. Şunun için mutlaka buyurunuz, biz sizin suallerinizi bekleyemeyiz ve memnuniyet или оларға жауап бережекміз. Ну, начнем нашу беседу. Первое, о чем хотелось бы спросить, это, конечно же, поговорить о вашей истории хотелось бы, да? Давайте вспомним, вот как именно вы попали в Афганистан? Ну, окончив школу, у нас параллельно, как сейчас, в школе проходили УПК. Мы учились там, у нас были курсы, короче, токаря, водительских. У нас, ну, по нашей системе у нас в школе не было водительских, было автослесаря и токаря и швейный, короче. Ну, получилось так, что я попал в автослесарскую, вот, и 2 года проучился параллельно в школе, в УПК, и получил удостоверение ремонтно автослесарский специалист автослесаря. И вот это мне в армии по этой системе, у нас как бы вся вот эта армия у меня пошла по этой системе. Благодаря, наверное, вот то, что мы тогда вот учились в школе, в УПК, проходили практику в рымзаводе. У нас в Алмазаре был рымзавод, мы там проходили практику. Школу закончили, потом до призыва армии проработал в автобазе, тоже по ремонтной системе. Уже когда 13 апреля призвали в военкомат, дали районку, приехали туда, посмотрели, что мне еще не исполнилось 18 лет. И мне говорят, вот 14 тебе исполнится, 18-15 попрыгнешь. 15 числа прошел районную комиссию, потом отправили в областную, в Ташкент. Там прошли областную комиссию где-то 20 или 22 апреля. И 13 мая дали отправку и отправили нас в Ашхабад. В Ашхабаде мы утром рано, целый эшелон нас было, целый эшелон полных загрузили нас и отправили в Ашхабад. Утром рано мы приехали в Ашхабад, там как раз недалеко от границы, между горами был как бы пересыльный пункт своего рода. В мае уже, как вы знаете, в Узбекистане или там в Средней Азии уже жара, там толком даже воды не было попить, хотя там воды и пить нельзя было, потому что, когда, там вода была такая, что если воды пьешь или дизентерию можно было, или желтуху заработать. Об этом расскажу попозже. И у меня было удостоверение, они посмотрели, и оттуда сразу же нас сформировали и отправили в Теджен. Вечером уже почти темнело, нас обратно загрузили на поезд и отправили в Теджен. В Теджине была
учебка, очень большая, крупная учебка была. Там был, ну, получается, рембат, медбат, вот танковый полк был, Кишинский полк был, ну, там по мелочевке свои еще подразделения были. В общем, я попал в рембат. В рембат я попал, и началась моя настоящая служба, да, будем говорить. Началась наша служба. Нас, в общем, за полгода, который я там прослужил, ну, 5 месяцев, у нас был капитан Юсупов такой, серьезный мужик. Я, наверное, ну, за вот эти 5-6 месяцев, которые прослужил под его руководством, я ни разу не видел, чтобы он улыбался. Такой был серьезный такой мужик. Вот. Ну вот за эти 6 месяцев нас, мы думали так, что нас научат, например, как бы боевому искусству, вот. Или, не знаю, может из-за того, что у нас цель была другая, но хотя и не было гарантии, что я, например, отправляя в Афганистан, мог попасть обратно по своей специальности в ремонтную роту или, например, еще куда-то. Могли отправить куда угодно, например. Но нас за вот эти 6 месяцев, которые мы там прослужили, научили только маршировать. Конкретно, как будто нас готовили куда-нибудь на Красную площадь. Это я говорю про свою службу. Правда, показали один раз, как надо снимать часового. Вот. Один раз стреляли мы 12 патронов. Вот. 4 одиночными и остальные очередью, короче. Ну, 2 раза кидали гранату, 1 раз боевую, 1 раз такую. И то один бедолага чуть не взорвал вместе с собой с этого. Ну, боевую, самая граната, она тоже как-то, может, растерялся или упала у него с рук. Хорошо, этот лейтенант, который рядом был, он взял, успел выкинуть его с этого блиндажа, где они сидели. И, ну, трагедия не получилась, короче. Вот. В каком году вы попали в Афганистан, Зиадинбей? В 85-м году, если в мае я призвался, осенью нас отправили. Ну, нас отправили, как первая партия ушла в Термез. Там, получается, открывался новый какой-то учебный корпус. И туда отправили, ну, где-то, наверное, сержантов 15, вот так вот. И по окончанию нам дали звание младшего сержанта, дали удостоверение специалиста по ремонту автомобильной техники, ну и другой техники. Ну, к этому нас учили, короче, за эти 6 месяцев. Вот, учили, как бы, ну, чтобы ты мог заступать наряд по дежурным, по роте мог заступить наряд, потом, ну, специальный, именно по специальности, чтобы ты мог ориентироваться, ремонтировать ту или иную технику. Одним словом, вторым заходом, будем говорить, отправили нас уже. Мы поехали, короче. Нас отправили сначала в Ашхабад на поезде. По прибытию в Ашхабаде нас на плацу всех построили. И, ну, как строевой смотр, да? Потому что, ну, солдат или, например, сержант, прежде чем отправляться, ну, в Афганистан, там должно было укомплектоваться там, ну, сухпай, там свои вот эти форма, парадная форма. И так получилось, что нам там не додали, там, не знаю, банку рисовой каши или перловой каши, что-то такое, короче. И потом офицер с 2 сержантами привезли нам дополнительный вот этот сухпай, укомплектовали нас. И утром рано в 4 часа на самолетах нас отправили в Афганистан. Ну, попали, ну, там недалеко от Ашхабада, например, до Кабула, в принципе, мы, не помню, уже, наверное, часа 2 летели. Вот. Мы прилетели в Афганистан. Первое впечатление, такое ощущение, как будто ты, ну, после вот здесь, например, город другой. Так посмотреть, Кабул тоже вот такой крупный, в принципе, город. Ну, когда вот садишься на аэродроме, это самое, смотришь, такое ощущение, как будто ты попал не в Кабул, а куда-нибудь,
ну, такой какой-то кишлачок, да, такой небольшой. Ну, вот такое вот ощущение было. Ну, приземлившись на аэродроме Кабула, нас обратно построили, и мы, ну, пришли в пересыльный пункт. Ну, благодаря, наверное, этому удостоверению, то, что нас учили, или, ну, по вот этой системе, ремонтной системе, там я тоже долго не был, ну, может, часа 3, наверное. Нас уже укомплектовали. Опять, как бы, там тоже свои покупатели, они нас забрали. И нас оттуда на вертолетах отправили в провинцию Газни. Ага. Там, где я уже... Ну, сначала нас отправили в Газни, там была летная эскадрилья, там были вертолеты, вот, которые по тревоге поднимались, и с воздуха нас прикрывали, будем говорить. В колоннах нас прикрывали постоянно, там на боевые, когда ездили. И уже мы прилетели в Газни, там нас как бы построили обратно, и мы сидели, ждали, когда уже с провинции, именно с Газни, с нашей части, с нашего полка приедут КАМАЗы под сопровождением БТРа. Ну, КАМАЗы приехали, и на 3 КАМАЗах нас обратно загрузили, и мы приехали уже в часть. Ага. В части нас опять построили, сказали, вот 2 недели вас как бы какая-то типа подготовки, что ли, пока вас по ротам распределят. И мы в одной палате, все, которые, ну, новопризывшие, да, будем говорить, собрались в этой палате, сидели там, ну, где-то недельки 2 нас там, короче, там, ну, так продержали. И старшина, он уже, ну, покойный, был армян такой, хороший, плотный такой старшина, он меня сразу говорит, я тебя себе заберу. А у танкистов, он говорит, танкисты, там командир, говорит, я тебе себе в РМО заберу, короче. Ну, так получилось, что этот старшина оказался шустрее, он меня забрал к себе. И сразу мне поставили командиром отделения. Вот. У меня в отделении были, получается, ну, там замена идет через каждые 3 месяца. И так получилось, что я был командиром отделения. Эти пацаны должны были домой уже уехать, и 3 месяца уже переслуживали. И я, как бы говорится, только призвался, и я у них, получается, командиром отделения. Сначала думал, наверное, будет проблема, но оказалось наоборот. Проблема оказалась с теми, которые только недавно вместе со мной призвались. Они всегда чистенькие, подшитые, а это то не бритый, то не подшитый, и постоянно командир отделения отдувается. В армии как? Сначала все шишки падают на прапорщика, а потом от прапорщика уже все шишки падают на сержанта, как командир отделения или замкомзвод. Какие задачи входили вот, в ваши обязанности? В наши обязанности, например, заступаешь в дежурном по роте. У тебя в подчинении 3 рядового, они периодически, и ты их меняешь, там через 2 часа меняются они, или через час меняются. Но ты полной боевой экипировки, это дежурный по штабу, он назначает тебе, говорит, через 2 часа придете на доклад, или через 3 часа придете, или через час придете. Ты заступаешь дежурным по роте, то есть ты отвечаешь уже за роту, отвечаешь, вот, выдаешь, если вдруг по тревоге поднимается, выдаешь оружие. В общем, все это под твоим контролем. Там, ну, штык-нож, автомат, там полный боевой, там магазины, как говорится, все. Вот. И сутки ты, ну, как бы не отдыхаешь, ну, не спишь, да, постоянно, потому что все отдыхают, ты контролируешь, чтобы рядовой, ну, как бы твои подчиненные тоже не спали, вели, ну, несли службу. Один раз было тоже интересное это самое, как бы, событие.
получилось так, что начальник штаба, он был строгий мужик у нас, и он заступил наряд, мы пришли на доклад, а обычно другие, когда заступали, там через 3 часа говорили, через там 2 часа, а если начальник штаба заступает, это все надо ставить такого, который не спал, ну, чтобы он 100% не заснул, короче. Ну, человек тоже не железный, может иногда закимарить, как говорится. И получается, что в одном батальоне он приходит, смотрит, дежурный спит. Дневальный, короче, возле этой спит грибка. А у них грибок был деревянный. Начальник штаба говорит своим подчиненным: возьмите, спилите грибок. Они раз грибок спилили, короче, и унесли. А начальник штаба никого не разбудил, пошел к себе. А потом на следующий день приходит, на доклад приходит дежурный, никаких там происшествий не случилось, туда-сюда. Утром раз приходит, смотрит, грибка нету. Хохма была такая. Вот так вот наказал он их. Ну, на губу посадили, конечно. Вот так. А потом, прослужив еще полгода, меня поставили замком взводом, и я уже был как командиром взвода, короче. Ага, вот в общей сложности сколько вы пробыли в Афганистане? И подводя вот такой итог, да, можно сказать, вот этого времени, какой след оставила война вот в вашей жизни? Ну, след, любая война, хорошего никакого следа у человека не оставляет. Ну, опять-таки, многие, например, солдаты, ну, бывшие ребята, которые отслужили там, кто там год отслужил, кто 1,5 отслужил, кто, например, 1,8 года отслужил. Вот. А есть ребята, которые, например, только призвались, там 3 месяца не прослужили, а получается тяжелое ранение или насмерть. Это самое. И у нас, например, был в роте парнишка, 3 месяца только отслужил, мы его на водовозку посадили, на первых же боевых его убило. Вот. Ну, я прослужил в Афганистане 1,5 года. И как раз 22 дня до приказа осталось, я получил, ну, у нас было 11 человек, я получил очень тяжелое ранение. Вот. Меня, ну, было ранение толстого, тонкий кишечник, бедренную артерию порвало мне, 2 перцовые кости раздробило, черепной, короче. Ну, мне повезло, как раз боевые действия шли недалеко от нашего полка, как будем говорить. И с Кабула были хорошие специалисты, а у нас санчасть была такая, ну, крупная, большая санчасть была. Ну, у нас и полк тоже такой был, как бы отдельный полк. Вот, рядом ДШБ стояло, еще полк зеленых был недалеко от нас, как бы все мы были в одном месте. Вот. И они приехали оттуда, хорошие специалисты с Кабула, они могли сразу 5 оперировать. А у нас получилось, что при взрыве, ну, что-то взорвалось, так и конкретно ничего не знаешь, ну, что это было. Получается, парнишка один, Шахризадзе, он умер. Одному пацану с боку руку ампутировали. Вот. У меня вот такое тоже тяжелое ранение было. 2 им повезло, у них так тяжело, ну, такое легкое ранение ног было, они, короче, это самое. После этого, ну, после первой операции у меня было почти 8 часов. Вот. Ну, благодаря вот этим специалистам они мне зашили вот эту артерию и сустав, и спасли мне вот эту левую ногу. И также, ну, само ранение кишечника, оно тоже серьезное ранение, как бы. Там в часе пролежал где-то, наверное, 2 недели. Потом оттуда меня уже, когда я чуть-чуть в себя пришел, как бы отправили в центральный госпиталь в Кабуле. А там пролежал. И в начале мая, по-моему, или 5 или 6, нет, 4 мая меня отправили оттуда в Ленинград. С Кабула
Вот. Отправили в Ленинград. В Ленинграде попал я в сосудистую хирургию в академию. Там пролежал где-то полмесяца, потом оттуда отправили в Саки. Тогда у меня на ноге елизарский аппарат был, я на костылях ходил. Ну, мне сказали где-то месяцев 6 ходить с этим аппаратом, но я за ним ухаживал и 4,5 месяца, и потом у меня уже в Ленинграде, когда я второй раз уже приехал обратно, отправили нас в Ленинград, убрали этот елизарский аппарат с ноги и обратно отправили уже в Саки, короче. И в Саки опять месяц я там пролежал, оттуда отправили в Ташкент, 340-й госпиталь, и оттуда уже комиссовали. Вот так закончилась моя служба. Получается, я там прослужил 1,5 года. Ну, чуть больше 1,5 года. 31 год прошел, да, с момента вывода советских войск из Афганистана. И сегодня, 15 февраля, это очень важная дата для всех крымчан. Вот на сегодняшний день, как отмечается этот день? Ну, как всегда, возложение цветов у памятника. Вот. Потом концерт. Вот. Потом мы собираемся помянуть своих однополчан. Вот. Ну, не так, что упиться и там друг друга это самое. Ну, фронтовые 100 грамм, как говорится, называется. Фронтовые 100 грамм. Вот. Но в этом году у нас на 14 число запланировано, у нас ввели на 1-й и во 2-й школе. Там нас пригласили в школу. Вот. Мы пойдем туда, ну, военно-патриотические занятия. У нас всегда мы каждый год проводим это с молодежью, потому что наша молодежь сейчас телевидение тоже разное показывают. Есть, которые нормальные вещи показывают, есть, наоборот, показывают разную ерунду, например. Ну, большой поток информации. Да, большой поток информации. Когда мы собираемся, мы в школе, особенно вот этот там 2-3 класса иногда соединяют, особенно вот эти маленькие дети, они так слушают, аж даже муха, если пролетит, там можно будет слышно, как они задают разные вопросы. Ну, мы стараемся им объяснить. Часто задают вопрос нам, чем вы там занимались, Да. вот, какая была ваша задача. Но я им говорю, ну, наша задача была как? Во-первых, мы велись боевые действия по уничтожению банд формирования. Это была первая. Вторая задача, мы постоянно, вот ближе наших кишлаков, которые были люди, ну, кишлаки наши, мы им давали сахар, муку, ну, полк раздавал у нас, всегда так. Помогали всячески, как могли, им помогали, короче. То есть вот такие истории из жизни, да, интересные? Да, молодежи? истории жизни рассказываем. Я им всегда говорю, первым долгом не пейте, не курите. Потому что, говорю, например, тоже курево, это тоже по-своему наркотики. Он тоже привязываешься, а потом его захочешь бросить, но уже нельзя его бросить. Да, конечно. Говорю, чтобы они не баловались разными наркотическими там порошками. Вот. Ну, пропаганда здорового Да. образа жизни. Вот чтобы ввели образ нормальной, здоровой жизни, вот такой вот образ. Они слушают, вот так мы им рассказываем. Они там разные вопросы. Иногда вот так бывает, вот в прошлом году я ходил в школу. Получилось так, что во 2-ю школу пошел один. Они мне столько вопросов закидали, что я их не успевал за ними. Вот эти 45 минут пролетели, как будто 5 минут пролетело. Они еще там хотят что-то рассказывать, говорят, заказывают, задают вопросы. А учительница говорит, вы подождите, уже перемена, уже скоро на урок будет, давайте туда-сюда закругляйтесь, типа этого. Зиядин, мы тоже вам сегодня хотим еще очень много вопросов задать, но у нас, к сожалению, эфирное время подходит к концу. И последнее, вот буквально минутка, да, у нас остается. Вот что хотели бы сегодня пожелать, пользуясь случаем, вот всем тем, кого мы называем воины-интернационалисты? В первую очередь я хочу пожелать, чтобы они были дружные, крепкого здоровья, чтобы вот 15 февраля выходили, чтобы
были у памятника, не сидели дома. Некоторые, вот многие вот пацаны, честно говоря, замкнутые такие стали. Они вообще из дома не хотят выходить. Некоторые вообще даже слышать об этом не хотят. Я понимаю, у каждого своя психика. Но хотя бы 15 февраля на день ввода войск надо быть у памятника, помянуть своих боевых братьев, как говорится. Вот это. Но самое главное – здоровье. Да. Здоровье, успехов в личной жизни, чтобы у них всегда в семье была горячая обстановка, нормальная, хорошая обстановка. Да, очень правильно. Пусть на всей земле всегда царит мир. Зиядин Бей, çok sağ olunuz бүгін студиямызға келгеніңіз үшін. Вот такие интересные факты за свою жизненную историю, за то, что сегодня повествовали нам об интересных вещах. Çok sağ olunuz ve bütün işlerinizde Allah kolay getirsin. Allah razı olsun, siz de sağ olunuz. Урметлі сeyirciler, бөлелік біздің программы сонына келді. Ақшамларыңыз рад кешсін. Келешек эфирлерге қадар көрішкенде саулық не қалыңыз.